Здравствуйте. Подскажите, когда будет проходить акция «Президент никогда не умрет»? Ой, подождите минуточку, сейчас уточню. Кто-нибудь в курсе по поводу акции «Президент никогда не умрет»? Вы знаете что, я первый день сегодня вышла, поэтому я пока не в курсе подобных акций. Но как что, может быть, перезвоните тогда, я сейчас уточню. Прывітанне. Лукашенко недавно заявіў, што не можа дазволіць сабе адпачынак. Больш таго, мне здаецца, ён і не можа сабе дазволіць памірэць па-чалавечаскі. І гэта ж відавочна ўсім, нават і бацькам. Дык чаму б не правесці акцыю «Прэзідэнт ніколі не ўмрот» і такім чынам падтрымаць Екатериновича? Давайте паслухаем, што пра гэта думаюць патрыёты самазванца. Приглашаем вас и ваших членов поучаствовать в акции «Президент никогда не умрет». Что это за акция? Это акция, посвященная нашему президенту, первому и последнему, который будет вечным и нетленен. Спасибо за предложение. А как вас зовут? Василевская Софья. Василевская Софья. Вы уже совершеннолетняя? Ну, конечно, если работаем. Да, если вы работаете, вам платят зарплату, действительно. Как вам наша акция? Что думаете об этом, Василевская Софья? Пока непонятно вообще. Ну, вы согласны, что президент никогда не умрет? Не знаю. Это я забыл представиться, Илья Запрелов из Комитета гражданской безопасности. Скажите, пожалуйста, вам поступала наша методичка об этой акции? Как проводить По-моему, её? нет. Нет, не поступала. Тогда ответьте мне на простой вопрос. Президент никогда не умрет? Спорный вопрос. Вот если вам, значит, члены вашей ячейки будут задавать подобные вопросы, что надо отвечать? Никогда. Никогда. Правильно. Никогда. Даже если и умрет, он все равно будет жив в наших сердцах. Как поняли меня? Повторите. О, поняла. Ну, повторите, пожалуйста. Президент никогда не умрет. Так. Даже если умрет, всегда будет в наших сердцах. Все правильно. Спасибо большое, Софья Василевская. Хорошего вам дня. До свидания. Анастасия Зинович, скажите, президент никогда не умрет? Я попрошу, пожалуйста, такие вопросы, я говорю в письменной форме, вам будем в письменной форме отвечать, хорошо? Ну, мы же разослали всем структурам методичку. Сейчас звоним, проверяем. Неужели это сложный ответ на этот вопрос? Ну, мы работаем по письменному запросу. Так президент никогда не умрет? Слушайте, ну, я вам ответила свой вопрос, сказала. Ну, вы как член, первый секретарь, и как вы можете сомневаться? В смысле сомневаться? Я говорю, вы мне пишете запрос, я вам на все ваши интересующие вопросы в письменном виде тоже отвечу. Вот дети вас на улице встретят и спросят, президент никогда не умрет? А вы им скажете, письменно пишите. Ну, вы меня услышали, хорошо? Скажите, ответьте на вопрос. Вы патриот? Конечно, я патриот. Лукашенко никогда не умрет? Я вам ответила по поводу вот этого всего. Какая вы недоступная к патриотизму. Почему патриотизму? Ну, потому что я задал вам легкий вопрос, а столько проблем возникает, чтобы ответить на него. Ну, это не проблема, я просто говорю, все такие вопросы, все эти ответы я пишу в письменной форме. Любите записывать? Да, все официально, что было потом. Так а что, БРСМ своими словами не может? Постоянно ему нужен официоз? Да? Чего своими словами не можем? Конечно, все можем. Ну вот Дед Мороз к вам приходит, значит, под Новый год и говорит, расскажите мне стишок, а вы говорите, давайте мне письменный запрос, тогда буду официально отвечать.
Ну, я надеюсь, мы друг друга услышали. Я вас не понял. Так президент никогда не умрет? Мужчина, понимаете, я вам ответила, что я вам только в письменном виде отвечу. Неужели трудно ответить? Не, прошу прощения, меня вызывают, мне надо идти. Да, Хорошо? простите, до свидания. Без понятия. А разве не было вам доведено? Нет. Как так? Скажите, Ну, вот так. скажите, а с кем я разговариваю? Извините. Главный бухгалтер А где первый секретарь на совещании. на совещании? А вы член БРСМ? Ну, естественно, как я могу быть не членом БРСМ, если я тут работаю. Слава богу. Подскажите, пожалуйста, контрольный вопрос. Президент никогда не умрет? Знаете, это не в моей компетенции отвечать на такие вопросы. Так вы же член БРСМ, патриот. Ну, Разве... это не имеет значения. Как не имеет значения? Так а что, мы зря деньги потратили на патриотизм? Ну, почему не зря? Так президент никогда не умрет? Послушайте, я вам еще раз повторила, что я на такие вопросы не имею права и компетенции отвечать. Так как же так? Родину любите? А вот так. Знаете, ну, если я сейчас скажу, что мне надо выйти, потому что по работе, окончим наш разговор. Так а родину вы любите? Окончим наш разговор. Нет ответа. Ну как так? Вот и весь БРСМ. Ну вот так вот, потому что мне сейчас надо идти, у нас тоже много дел, и, знаете, мы тут ерундой не занимаемся. Так До какая свидания. ерунда, если про родину? До свидания. Про патриотизм. Ничего себе, что это за акция такая? Мы разослали вообще-то методички, обзваниваем всех, и никто не знает. Интересно. Нам вышестоящее руководство методички не доводило. Хорошо, тогда ответьте мне на контрольный вопрос. Президент никогда не умрет? Интересный вопрос. Никто не бессмертен? Что это значит? Ну, как что это значит? Ну, как правильно отвечать на вопрос, президент никогда не умрет? Не знаю, я в замешательстве. У нас в методичке написано так: умрет, но будет жить в наших сердцах. Интересно. Ну, будет интересно ознакомиться с вашей методичкой. Запомнили? Запомнили. Повторите, пожалуйста, как поняли. Запомнил. Так повторите, Увижу пожалуйста. методичку. Так а что, вы без Увижу методички не методичку, можете? прочитаю. Не могу. Методичку не видел. Как вас зовут? Представьтесь. Не буду. Почему? Ну, нам не приходило. Так а президент никогда не умрет? Всего хорошего. Впервые слышу, честно хочу вам сказать. Как так? Тогда контрольный вопрос вам. Президент никогда не умрет? Согласен. Никогда. Никогда. Серьезно? Ну, скажем так, человек живет, скажем так, не вечно, к сожалению. Так. Я вообще не понимаю тему разговора. Есть такая акция, мы рассылали по всем организациям, и удивительно, что вы об этом не знаете. Там есть такой контрольный вопрос. Президент никогда не умрет? Если можно, фонд мира, .гродно@mail.ru. Так. Пришлите нам, я почитаю, хорошо? Хорошо. Ну, своими словами скажите, президент никогда не умрет? Я вам хочу сказать, что вообще, скажем так, нету ни одного человека, который жил бы вечно. Ага. Вот. И я смертный, и вы смертный. Вот. Но вы хотите у меня спросить, я за кого? Я за нашего президента. Ну, понятно, но он же, как вы сказали, не вечный. Я говорю о том, что нету бессмертного человека. Так, ну это же означает, что и президент не будет вечно президентом. Или я неправильно понимаю? Подождите, ну честно вам хочу сказать, вот давайте мы на эту тему не по телефону. Если хотите, я куда-то приеду, или если хотите, вы к нам приезжайте, Гая 2А. Мы пообщаемся, хорошо? Это просто контрольный вопрос, ничего страшного. Вы должны ответить, а я вас Вообще поправлю. по телефону, скажем так, вот я не хочу общаться. Я давайте расскажу, какой правильный ответ на этот вопрос, ну, чтобы не тратить время. На вопрос,
президент никогда не умрет, надо отвечать умрет, но он будет жить в наших сердцах. Как поняли? Давайте не по телефону на эту тему будем общаться. А? Повторите, как Не поняли, возражаете? пожалуйста. Что? Повторите, как Я поняли. все понял. Я понял. Так повторите. Он будет жить вечно в наших сердцах. Ну, да, почти правильно. Спасибо, Колбаска Иван Васильевич. Ждите методичку. До свидания. Спасибо. Еще раз, какая акция? Акция «Президент никогда не умрет». Что за глупости? Вы какие-то провокаторы. В смысле? Что значит действительно? Как это он может никогда не умереть? Что не умрет? Президент Лукашенко, который. Ну, так пускай живет 100 лет. Так 100 лет это же не никогда, это же ограниченный срок. А я про никогда говорю. Такой акции пока никто нам не рекомендует, поэтому я ничего не могу сказать. Так давайте организуем. Посмотрим. Патриотические акции мы проводим больше, чем надо. Практически почти чуть ли не каждый день. Отлично. Скажите, Тимофей Иванович, сколько вам лет уже? Сколько? Да. А вот пришел ветеринарный доктор к медицинскому. Тот спрашивает, а что у вас болит? А ты говоришь, да, я когда иду в животное, же не говорит, сколько что я болит. Мне надо подумать, я пока не понял. Но, возможно, я завтра пойму и вам позвоню, посмеюсь. Но в любом случае, Тимофей Иванович, что от вас уже эта молодежь хоть хочет? Уже сколько вы можете быть этим председателем правления Гомельского областного отделения Белорусский фонд мира? Уже оставили вас в покое, да хай бы вы отдыхали на пенсии. Жизнь покажет. А то уже ж вам и трудно, тяжко размовлять, разговаривать, а вы председателем являетесь. Уже поставили какого молодого. А у меня заместитель очень богатый. Богатый? И мы с ним все вопросы решаем. А, так у вас еще есть порох в пороховницах? Конечно. О, Он 17 лет уже со мной работает. понятно. Так так может вы подскажете, кто напал на Украину? Как кто напал? Кто напал? Интересные вопросы. Очень интересно. Кто напал? Кто напал? Это мы не будем говорить. На это есть политики, которые разбираются. Тогда легкий вопрос задам. Кто напал на СССР в 1941 году? Германия. А кто напал на Украину в 1922 году? Тот сегодня нападает. А кто сегодня нападает? Запад. Запад напал на Украину? Да. А чего ж тогда с севера зашли российские войска, прямо с Беларуси на Украину, а не с запада? Я не министр, поэтому ответить я не могу. Так я вот, господин Глушаков, Тимофей Иванович, вам и рассказываю про то, что давно вы уже сидите на этой должности, а до сих пор не знаете, кто напал на Украину. Это ж стыдно. Все я знаю, но разговаривать и говорить обо что я не буду. И акцию «Президент никогда не умрет» вы тоже не хотите проводить? Придет время, будем проводить. Мы работаем, работаем так, как положено. Так. Вот, ни одна общественная организация столько не проводит мероприятий гражданско-патриотических, миротворческих, воспитательных, трудолюбивых, сколько проводим мы. Но только ж война в Украине-то не прекращается от этого, и никто ж из Фонда мира не осуждает эту войну. Осуждают войну. И кого ж вы осуждаете? Кто ж напал на Украину? Кого вы осуждаете? Кто там агрессор? Ладно, на эту тему кончаем. Кончаем. Ну, кончаем. Добре. До свидания. Самі не жылі і дзецям не дадзім. Цікава назіраць за абкаканымі патрыётамі, якія намагаюцца зберагчы прыстойны твар хворага на галаву Лукашэнкі. У наступным выпуску вы пачуеце яшчэ аднаго такога. Работника погранкомитету Республики Беларусь. Ну так а как вы пропустили через границу вооруженные силы Российской Федерации? Не могу это знать, как пропустили. Вы давно работаете там? Очень. Все знают, а он не знает. За что мы вам деньги платим?
Лукашенко умрот, жыве Беларусь, слава беларускай нацыі, пакуль.